16 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,46 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,20 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,46-85 до 10,55 сомони, 1 евро от 11,20-13 до 11,45 сомони, 1 российский рубль от 0,14-10 до 0,14-40 сомони. Мировые цены на нефть растут в четверг утром. Котировки стабилизируются после предыдущего снижения на фоне удешевления доллара к мировым валютам. Цена на нефть марки Brent составила $85.75 за баррель, марки ВТИ $79.05 за баррель. Цена на золото в четверг утром умеренно растет и составляет $1849,6 за тройскую унцию. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Несмотря на то, что поливных сельхозземель на душу населения в Таджикистане очень мало, примерно 0,06 гектаров, они имеют потенциал прокормить не менее 50 миллионов людей. Об этом сказал председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ариф Ходжазода 15 февраля на пресс-конференции. По его словам, этих земельных ресурсов более чем достаточно для полного обеспечения продовольственной безопасности республики. Да, потребность в импорте некоторых видов продовольствия сохранится, например, растительного масла, отметил глава комитета, но если учитывать посевы масляничных культур и ввести новые заводы по производству растительного масла, эта проблема тоже будет решена положительно. Ходжазода отметил, что для того, чтобы таджикская земля стала плодороднее, всем хозяйствующим субъектам, то есть кооперациям, фермерам, владельцам приусадебных участков, нужно коренным образом изменить свое отношение к земле. За 2022 год внешнеторговый оборот Таджикистана составил сумму в $7,512,900,000, что на $1,508,200,000 или на 25,1% больше по сравнению с 2021 годом. Тогда внешнеторговый оборот составил почти $6,5 миллиардов. Об этом вчера, 15 февраля, на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы таможенной службы Таджикистана Азим Хайдар. В частности, по его словам, импорт товаров составил $5,182,900,000, что на $965,1 миллиона или на 22,9% больше, чем в 2021 году. Доля экспорта же более $2,3 миллиардов, что на $543,1 миллиона или на 30,4% больше, чем в 2021 году. В 2022 году Таджикистан осуществил импортно-экспортные операции со 109 странами мира. Со странами дальнего зарубежья товарооборот составил $3,626,000,000. Основной объем экспорта приходится на Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан, а также Иран, Афганистан, Бельгию и Россию. Основные же импортеры не изменились. В первую пятерку вошли Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция. По словам Азима Хайдара, в связи с обострением ситуации между Россией и Украиной, импорт товаров в Таджикистане из стран Европы сократился более чем на $91 миллиона. Здание головного офиса Таджик Содират банка, выставленное на аукцион, не нашло своего покупателя. Об этом сообщил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Садик Кодырзада 14 февраля на пресс-конференции в Душанбе. Садик Кодырзада отметил, что в аукционах продали кое-что из имущества Таджик Содират банка, но покупателя на здание головного офиса не нашлось. Здание головного офиса Таджик Содират банка было выставлено на торги в мае прошлого года. Сообщалось, что $12 миллионов – это стартовая цена. Она может увеличиться или снизиться в зависимости от спроса и предложения. В объявлении было указано, что площадь объекта составляет более 22 тысяч квадратных метров. По словам главы Госкомимущества, покупатели не проявили интерес к зданию гостиницы «Таджикистан», стартовая цена которого на торгах составляла $25 миллионов.
миллионов долларов или 225 миллионов 285 тысяч 624 сомони. Гостиница «Таджикистан» ранее принадлежала Таджиддину Пирзода, основному акционеру Таджик-Содорат-банка. По данным Госкомимущества, в гостинице 139 номеров. 21 мая 2021 года Национальный банк Таджикистана объявил о ликвидации двух проблемных банков – Таджик-Содорат-банка и Агроинвестбанка. Оба кредитных учреждения с 2015 года находились в кризисе и не могли вернуть сбережения вкладчиков. Председатель Госкомимущества Садык Одерзода сообщил, что в 2022 году были проданы 8 объектов Таджик-Содорат-банка и Агроинвестбанка на сумму более 20 миллионов сомони. В России отмечается рост стоимости налога, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза. По словам источника «Ведомости», подорожание лука обсуждали на совещании у главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. Представитель Центра агроаналитики связал рост цен с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые поставляют этот овощ. Из-за январских морозов испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита власти Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. С февраля 2022 года по февраль 2023 года стоимость лука в оптовом секторе в России выросла на 28,7%. Собеседник издания в одной из торговых сетей рассказал, что после запрета на ввоз лука из соседних стран ритейлеры стали получать от российских поставщиков предложения о повышении цен. Речь шла якобы об увеличении стоимости на 20-60%, а иногда и на 150%. В Минсельхозе это никак не прокомментировали.